Ну что, друзья, и снова здравствуйте. Мы опять на реке. Мы, это потому что я сегодня не один. Сегодня Ивана Григорьевича нет с нами, потому что Иван Григорьевич на работе. Но зато сегодня с нами Дима, и он уже открыл рыбалку. Вот, вот такая вот красота. На нимфу, да, верхнюю? Верхнюю, да. Верхнюю, да, муравейчика хапнул сразу. Даже не чокался, да, сразу? Нет, чокался. Вот так вот. Он взял красиво. А я на одинарную мормышку. В общем, приехали с утреца, потому что сидеть дома при такой погоде. Погода теплая, да, повалил снег, но это ни о чем. Мы опять же на той речке передвигаемся пока по старым лункам, по перспективным местам. Ну, в надежде то, что что-то да осталось, что-то да собралось, что-то да прилетело. И вот первый хариус у нас уже есть. Здорово. Со второй же лунки, да, буквально? Да. Ну вот, видишь, я говорю, красота. Так что будем надеяться, что это хороший знак. Дима в этом году первый раз еще на лесной речке, да? Да. На Печоре рыбы не осталось, всю речку кончил. Так что теперь не останется рыбы и на этом месте. Шутка. Конечно, никогда. Это так же, берем стандартный. это так же, как и всех грибов не собрать, так же всю рыбу никогда не выловишь. Тем более удочкой, тем более зимой, когда надо бурить толстенный лед. Вот нам бурить лень, мы пока передвигаемся по старым лункам. Замерзли буквально ненамного. Нормально все. Что, еще поклевка была? Сейчас посмотрим, что там. Во-во-во. Я тогда тоже с той лунки 2 штук сразу подряд выловил. О. Нормальный, что? Жаренок. 28 сантиметров, меньше не берем. Ага. Нет, то вообще 40 у тебя, блин. Это за 30. Это за 30. В прошлый раз тоже я стоя, наверное. Да, тот там вот поймал. Григорьевич вот там на второй хорошенького поймал На сверху. обоих морожках пару сели. Сели? Ну получается, получается, С третьего раза только взял. кушает получается, да, сегодня? Если есть. Это здорово. Значит будем искать. Если он берет, это уже хорошо, потому что две поездки с Иваном Григорьевичем он был, но брал очень-очень плохо. И вообще на лесных речках, чтобы попасть на хороший клев, надо быть каждый день на реке, правильно, Дим? Так точно. Рано или поздно все равно ты попадешь на клев. Это да. А хариус он привередливый, он может сегодня ловиться. Думаю, что его тут нету, а на самом деле-то он есть, он просто Да, не берет. просто не ловится, да. Вот сейчас вот чисто экспериментально пройдемся по старым местам, где, ну, чуть-чуть ловили, чуть-чуть. Но всего, походу, не выловили, потому что, как мы видим, вот уже Дима уже 2 выдернул. Может быть, что-нибудь да еще попадется. Сейчас покажу вам. Сегодня у меня вот такая вот обновочка. Новая удочка с новой леской и вот такой с новой безмотылкой. Мормышка черненькая, столбик с 3 белыми полосками, с желтым шаром золотистым, грамм 28. Вот такую новую мормышку купил. Попробуем на нее. Вес радует, несмотря на маленький размер, вольфрам тяжеленький, сразу вот тонет, пробивает жугу хорошо. Но пока еще ничегошеньки на нее не поймал. Все впереди. Я-то думаю, она ловчая, но пока еще ничего на нее не поймал. Долго времени не теряем. Река большая, река длинная. Старых обуренных уже мест километр. Но хочется побывать, конечно, на необуренных, на новых местах. Потому что там всегда есть надежда, что именно там
собралась рыба. Но эти места тоже как-то, ну, не верилось никак, что вот не может быть, что на них нет рыбы. И как мы видим, не зря остановились. 2 хариуса уже поймал Дима. У меня пока тишина. Ну, я и, в принципе, долго не сижу. Я сразу перехожу от лунки к лунке. Если хариус стоит возле лунки, он по-любому ударит сразу, если он ловиться хочет. Пока тишина. А вот здесь где-то плавает хариус с мормышкой, вернее, самодельной блесной от Ивана Григорьевича. Он оборвал здесь леску и так никому не попался, ну, добренький должен. Сейчас посмотрим, ну. Сейчас посмотрим. А вдруг? Ну, мне кажется, за такое время он все равно мормышку выплюнул, наверное. Если не проглотил. Доел. Ну, навряд ли, он за губу же был. Ну, может быть, хрен его знает. Сейчас посмотрим. Очень-очень быстро проверяем старые лунки, потому что, во-первых, буриться быстрее. Не успели еще так сильно замерзнуть. И как бы в надежде то, что 2 предыдущих раза клев был не очень. И возможно здесь что-то дособралось. Но недолго, буквально по 2-3 заброса на каждую лунку. Опачки. Ёшкин кот, у меня узел на леске. Узел на леске. Это плохо. Очень плохо, но хоть перевязывайся, блин. Ну-ка. И как раз на таком расстоянии, ну-ка. О, порвалась сразу. Порвал? Нет, ну руками порвал на узле. Все, перевязываемся. Гоп. Так, есть поклевка. Есть. Оп, 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 оп. Это васечек. Таких мы не берем в космонавты. Ну чё, мормышка работает? Ну и чё? Чё ты не идешь? Притворился, что дохлый, что ли? Если есть мелкий, значит где-то рядом есть крупный, наверное. Оп, давай, 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 давай. Еще поклевка была. Еще поклевочка была. Ну, надеюсь, не тот же Васька, наверное. Тюкнул разик. Ну, в принципе, мог бы, может быть, и тот хвостиком задел, когда с лунки уходил. Но нет, было похоже на поклевку. Ну, давай. Давай, 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 давай. Оп, 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 оп. Еще поклевка. Это уже точно поклевка была, но походу мелкий. Мелочь пузатая. Был бы крупный, он бы так не цацкался. Может добавить еще одного опарыша. Да нет, тут нормально все. Мне кажется, навряд ли опарыш имеет большое значение. Он все-таки, наверное, кидается на мормышку. Когда же ловится он? Без всякого опарыша кидается. Не думаю, что он какие-то там запахи издает опарыш или еще что-нибудь. Хотя все возможно, хрен его знает. Когда не ловится. Когда ловится, то он так кидается.
Так. Продолжаем исследовать старые лунки. Проверенные уже, пробитые. Пролили несколько дней назад. Рыба шевелится, весна уже. По целостным лункам пока не катаемся. Дело к весне уже идет. Оп. О, это Васек. Это вообще. Это Васек. Василий, вон, буртуй. Иди гуляй. Гуляй, Вася. Че я Васьками-то начал? Вот это, гуляй, Вася. И потом пошло. Мне даже некоторые в комментариях пишут, сам ты Вася, блин, типа. Ну, Васьки и пишут. Да, обижаются еще, блин, Василий там. Говорю, что? Тоже Вася клюет. Оп, еще поклевка была. Я тоже Васек клюет. Оп. Что-то тоже не ах так, ну, аппетит. Уеживается. Может, опарыша свеженького нацепить? Догонку. Так. Ну-ка. Не, здесь сейчас Ваську поймаю. Вась. Опа, о, это уже не Вася. Это уже подросток. Так... Только свежего насадить. Ну, сразу. И он повесился, не бил, а так повесился, кстати. Суицидник. Да, суицидник. Надоело ему. А туда дергает и не может взять. Так, ну-ка. Больше, чем он, да. Продолжение будет, нет? Да, конечно, будет. Ну, он просто тупо повесился, он даже не клюнул. Юк. И кровит, смотри. Давлюха, да? Ну. Там же снег обещали, наверное, понижение давления пошло. Нет, 751, 700, ну, так есть. Плюс-минус 4. Ну, он кровит, я его не... Он, видишь, жабер пошла кровь, блядь. Нет. Клевала вчера и завтра. И завтра. Как обычно. Всегда. Я говорю, надо быть каждый день на реке, чтобы попасть на клев. Но, увы, такое невозможно. Ну и то хорошо. Даже если по одному хариусу с места, и то нормально. Вот. И на этом спасибо. Ну-ка, что у нас на этой лунке? Вот тут сейчас полкило весом. Бабам. От полкило. И выше. Мамка. Бабушка, дедушка. Не хотят. Ну ладно. Это временно. Они захотят. Рано или поздно все равно. Когда нас не будет. Да. Приехали на ловчее место, где Иван Григорьевич кабанчика вытаскивал. Сейчас посмотрим. Прибежало что-нибудь, не прибежало. Бам-бам сразу не последовало. Присматривается. Плюс длиннющий, лунок на 50, может быть даже больше. Не знаю, посмотрим. Если сейчас на 10 лунках что-нибудь клюнет, взорву по новой весь плес. Если нет, поедем дальше. Дальше мы точно еще не были. Надо. Ну да. Там тоже хорошие места есть, не обловленные еще. Просто как бы, знаешь, что если хорошее место, ну, блин, никак не удержаться. А вдруг? Лучше проверить, чем потом думать, а чё вот мы там не остановились, там же, блин, рыбное место. Может быть, там вот клевало.
Я лучше проверю, чтобы успокоить тебя. Не. Ну и хорошо, что нет. Быстрее уедем отсюда. На новые места. Да. Да. При всем желании. Нулевой результат. В общем, не будем буравить, наверное, мы эти 50 лунок. Штук 20 пробурили. Проверили. Ни одной поклевки. Значит, рыба еще не ходит. Значит, то небольшое количество, что было, что мы поймали в прошлой рыбалке с Иваном, все это и было. По дороге сейчас видели зайца. Не успел заснять. Пролетел как пуля. Он, наверное, под тем кустом был, да, который этот на реке-то? Да, там его и кормился, там кормился. Маленький какой-то. Небольшой, но листопадник. Некто, смотри, усиленный, да? Ну, по прогнозу 4 снежинки был, так что... Ветерок поднялся. Может быть, если хуже погода будет, может ловиться начнет, хрен его знает. Опять же перепад. Ну да. Но мне кажется, его здесь нет. Был бы, он все равно ловился. Хоть бы тюкал, он подходил бы, показывал бы, что он есть. Выеживался. Эти же вроде бы сразу клюнули, которых мы поймали сегодня. А тут никого. Так что поедем, наверное, на новые места. Не будем эти лунки все взрывать, которые были здесь. Тут с конца даже ерши ловятся. Вот такие вот живчики. Я штук 15-20 здесь поймал вот на этом плесе ершей. Ни разу ерша не ловил. Малявку ловил, малявку. Есть. Так, ну все. Еще последняя луночка. И сматываем удочки, едем дальше на новые места. И если здесь не поймаем. Если здесь поймаю, то взорву еще десяток. Буквально 1 минуту. Не больше. Тишина. Все. Поехали. Следующее включение будет уже на новом месте. Так, ну вот. Как я вам и обещал, новое место нашей рыбалки уже на новом месте. Все. Впереди целяк. В этом году не бывало здесь нога человека, ни след снегохода. Даже мы здесь в этом году с Иваном Григорьевичем не бывали. Одни лоси. Одни лосики, но И зайцы. пошел снежочек. Выдры немало. Ну и они... Если выдра есть, значит рыба есть. Ну да. Выдра каждый день съедает 5 килограмм рыбы. А их несколько. Так что... Выдр здесь много их. Я говорю, это по ведру в день. Какой по ведру? По фляге в день съедают. Может и в них причина, то что рыбы здесь не стало. Хрен его знает. Опа, 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 опа! Вот это, я же говорю, глубины нет, а рыба есть. Давайте посмотрим, что Дима у нас вытащил. Какого речного монстра. А, красавчик, обкакался бедолага. На нимфу опять верхнюю, да? Верхняя нимфа. Ну. Ага, каракатица. Красавчик. Я говорю, здесь это. А там дальше пока нет, да? Нет, дальше нет, крайне. Тут глубины нет, но рыба есть. И красивая рыба, тут еще крупнее есть. Калина тогда здесь спокойный
На 0,14 тянул. Ай, леска 0,14. Ай, не рви, не рви, не рви. В это же месте? Ну, где-то здесь, да, недалеко. Килограммовика, наверное, вытащил. На 0,14, блин. Опарыши умерли на всех мормышках. Точнее, их нету. Я сейчас сказал, что 100%. Можно и накатить, да, наверное? По маленькой. Думаю, Мы за... Ну, не мы, ну, мы. вы хотели в тот раз. Мы это заработали. Мы подумали, и я решил. Видишь, где он есть, он сразу. Я только закинул, сразу. Да-да-да, я говорю, тут все зависит от количества лунок. Тут еще можно пяток сейчас пробуриться. Что мы сейчас и сделаем. А потом чисто... Нет, тут лунок 50 как минимум надо дырануть. И... Да? Нет, а дальше перекат. До переката здесь буквально еще тут 5 лунок. И потом в ту сторону. Там меньше. Нет, там нормально. Нормально, нормально. Тут. Короче, надо здесь половить. Часик-два, может быть. Мы половим здесь. Таких красавцев. Рекламная пауза. Да. Красавчик такой же, да? Вот такой же. Блин, не успел камеру. А нет, такой же, да? Такой же. Качественно взял, сразу ударил. Я даже не понял, думаю, у меня... О! Вот такую вот мормышку, новую удочку поставил. Вот тут вот леска 0,18 уже. Пофиг, бишь. Если есть, он берет. О, а 100 грамм... Только закинул, сразу взял. А 100 граммились, и пошло дело. Надо было раньше. Но поодиночке, видишь, двоих нету. Но берет качественно, сразу бьет, блин. Вот тут так же, только закинул, еще глубину искал, уже сразу взял. Вот красивые, вот такие вот нравятся, блин. На Печоре таких нету, да? Есть. Редко. Ну, в основном мелочью. А тут все-таки красавчики. Мало, но красивые. Да. Да и бог с ним. Выдра, мы в прошлый раз попали, зубами от выдры были даже. Вот каждый год что-то выдры больше становится, потому что никто не бьет Ну. здесь или что, я не знаю. Выдры каждым годом все больше и больше. Опа! Ну, красава. Второй! О! Вот это дуплет! И оба красавца, да? Я тут пока бурился, смотрю, у меня удочка. Одна удочка, вторая, блин. Красота. А? Снимаю сейчас. С этого-то точно засняли. И смотри, я говорю, 10 штук, 4 уже поймали. Хороших красавцев, ну. О, блин. Красота. Енцикаден, Господь Цикаден. Я тут бурю лунки. Что-то затишье было. Видишь, стайка проходила, видать, стайка. Стайка проходила. Да, сделай потише лучше, ну. Стайка проходила. И стоячие сработали. Одна и вторая, блин, главное. Видел хлысти, как двое загибается даже, да? Уйму. Ну, хоть не ушли, и то хорошо. Главное один, и сразу второй, блин. Ну, я только-только хотел взять. И оба на мормышке, и оба вот такие красавцы. Енцик. Не, они... Нет, этот меньше, тот побольше. Ну, блин, грамм 800 может быть, да? Да они оба одинаковые, хорошие, красавцы. Я думал, сейчас хлыстик переломают, блин. А вот так бы удочка не закреплена была, и все, утащил бы. Это я их, наверное, оттуда сверху шуганул сейчас, да? Не, это я, Что сделал? это я снизу шуганул. А,
Страшную мормышку закинул. Енска, да. Мы увидели, сразу вверх побежали. Не, главное сначала одна, и потом сразу же вторая. Видишь, он, получается, сплавляется. Нет, я говорю, снизу мою страшную мормышку увидели, сразу вверх побежали. Красота. Немножко перекусили, чайковского попили с конфетками. Пошел буриться только. Он оббурил. Раз, два, три, четыре. Бурю пятую лунку. И все. Смотрю, уже у меня уже хлыстики тут нагибаются капитально. Ох. Вот ради таких моментов и стоит приезжать на эту речку. Красота, да и только. Опа, хлыстик упал. Здравствуйте. Здравствуй. А, не родной хлыстик здесь, но куда-то родной посеял. Красота. Стоячие работают, значит. Стоячки, да, обувь? Вторая, первая. Тем временем вот у нас уже снег талый. Температура пошла на плюс. Потеплело. Скоро весна. Наверняка. А, чуть-чуть, да, чуть-чуть больше. Оранжевый кивок над нами проплывает. Укололся? Да, что, хорошо? Прям вдохнул полностью. Ну, укололся, значит. Укололся, да. Значит, где-то должен ниже пойти стайка. Блин, я так бегать устану, блин. Да хоть побегать, да? Хоть какая-то движуха пошла. Вообще натянуло, блин, удочку сломал. Я думал, сломается. Укололся, 100% укололся. Так, трава. Настоящий, походу, лучше берет, чем дергающий. Ну, проходящий, я говорю. Тут он не стоит, тут он проходит. Это... Опа! Блин, поклевка ведь была. Пока устанавливал. Оп. Васек. А бьет как взрослый. Это вообще загнуло красиво. Думал. Почему-то я был уверен, что он там даже сидит. Укололся-то точно. Ну вот и мелкие появились, а мы думали, где мелкие, да? Думали, один крупняк здесь. Ну вот что-то начинает клевать. Ну да. Потому что время подошло то, что надо клевать. Может быть. Но 4 поймали, еще 6 штук должны поймать. Крупных, я имею в виду. А? Хороший ударил. Была, да, поклевка? Вот тут вот есть 100% рыба. И на той удочке тоже есть. Ну, или он мелкий, или уколотый. Не, скорее всего, мелкий, наверное. А? Нюхает, наверное. Нюхает, да. Ничего себе нюхал, пол огорода снюхал. А мы за этих красавцев накатили, нет? А? За красавцев нет еще? Нет. Надо, блин, и вот и не клюет. Надо исправить это дело. Наливай. Чайковского, да ты что? У тебя эта удочка такая ядовито-гламурная. Даже ее не видно, да? Нет, цвет наоборот такой, аж, блин, глаза режет. Ядовито-зеленый цвет. Мне кажется, была бы, наверное, такая мормышка вот зеленая, наверное, брала бы, да? Силикон-то окунь берет такой ядовитый-то летом. Ну, видишь, на снегу издалека не видно. Эти хоть нормально видно, а это далеко не видно. О, сало. Сала мало не бывает. Нет, сала много не бывает, наоборот. Хлебчик, Да. сальце, чайковский, Жизнь- конфетки. Все есть. Всё, Жизнь хорошо. А хорошо жить еще лучше. Главное не ныть. Не красиво, я доволен. Я как бы
По такой погоде, по такой дороге, по такой реке я бы просто Вообще балдел, красота, да. Ну, не надо бродить по колено. Красота вообще. Все здорово, ну, давай, за рыбалку. Где увидели, что энергетик пили с наперстков? Флешка. Флеш. Energy. Красота. О, клюет. То. Это? Угу. Пасек. Вот то, как пускай. Сразу же. Я говорю, или мелкие. Крупные это сразу загибает, видишь? С хлыстиком вместе. Вот накатили, да, и сразу пошли поклевки. А если так будем часто? Так. Куда нам нас лоси приведут? О, пошли туда-туда. Тут перекаты, не знаю, проедем, не проедем. Если проедем, там должна быть ямка. На ямке все равно надо попробовать до темноты. Васек тут затягивает жестко. Не Васек 100% вот это. Новые лунки принесли результат. Я же говорю, это 5-й, да? 5-й, еще 5 штук как минимум здесь должно быть. Я говорю, 10-ку мы поймаем. Все, вот, пробурился новые лунки. Пошел по луночкам с одинарной мормышкой. И поклевка сразу. Красавчик. Ударил так 2 штуки здесь живет. качественно. Ну там мелкий. А тут сразу качественно так, бац. Крупняк не тот, скается, сразу бьет, блин. Вот такая вот это, как называется, Одиночка. банан, одиночка. Цвет хамелеон, наверное, это называется цвет. Вот этот темно-синий, почти черный, блин. А у меня как губак ногти. Вишня. Ну, не золото, она такая рабочая должна быть, ну. Надо бак с собой брать и ногти, и руки их и опускать в лунки. Да, нет, жопой. Жопа еще красивее будет. Да. Не, жопой туда не надо. Во время праздников. Тогда вся рыба будет наша. На запах. Да. Ох ты, сука. А я говорю, новые лунки, они, блин, лунки слишком криво забурил. Они аж вот под таким углом, но надо с небольшим углом, а я слишком большой угол сделал. У меня мормышка, о, тянешь. Во! Вот это тоже красавец. Опять на верхнюю, да? Да, на нимф. Нимфочку, ну. Хороший. Угу. 6-й. Я говорю, еще 4 штуки и можно опять наливать. Переливать. Не, да, переезжать можно будет. Чтобы переехать, вот у нас до тех кустов еще можно. Там вот этот куст идет, потом там мель начинается. За мелью опять, но не будем, туда уже не пойдем. А здесь, с той стороны буранки, еще обурим. Потому что, я говорю, 10 штук как минимум здесь должно быть. Грамм 700-800 есть. Это вообще красавцы, ну. Я как бы надеялся, что здесь будет хотя бы десяток красавцев. Дальше, я надеюсь на дальше, который там. Где, Нет, ну до туда мы сегодня точно доедем. нет. Эти кадры все равно народ посмотрит с опозданием. Так что... Так что... Красиво. Ничего страшного, что мы сейчас ловим, ну, через месяц где-то видят. Мы уже в это время на Печоре. Когда вы... Стреляй в удок. Да, когда вы смотрите эти кадры, мы уже рыбачим на Печоре. Здесь уже рыбалки нет. Ну, так надо, что теперь. Прошу простить и понять. Если в режиме онлайн, то завтра здесь будет сразу народу. Очень много. Еще один. Они как воронье сразу налетят, блин. Скажут, нифига себе. Во, Янцекадан. 7-й? Не,
знать. А, уже сбили со счету. Не могу 4, знать. 7, раз, два, три, там 4. 7, наверное. Толстый. Красавец. Янцика-то. На ту же самую морожку. На нимфу, да, верхнюю? О! Я говорю, они как один в один, да? Все красавцы такие. На этой реке, да. Да, вырежем. На этой реке, да. Речка хорошая, красивая. Речка, реченька, река. Особенно, когда вот такие змеи Да, возле и лунок в иначе, снегу чтобы барахтаются. Рыбка так плодилась. Нашли мы все-таки. Ну, я тебе сразу сказал, когда приехали, говорю, здесь без рыбы мы не останемся в этом месте. Оно еще никогда не подводило. При всем безрыбье это место все равно. Тут немножко, но держится. Блин, я не с той удочкой пошел. Надо было с этой безмотылкой красивой прогуляться. Это с одной, третью, да, с одной? Опа, это что, показалось или клюнуло мне там? Так, надо сходить. Вроде бы поклевка там была на той удочке. Так. Ах, мечачериком. Ну, вот это другое дело. 8-я. Раз, два, три, 4. 8-я. Там 4, тут 4. Еще 2 штуки как минимум мы здесь поймаем. Я же сказал, 10 поймаем. Минимум, это будет предел. Да, да, да. Вот. Еще. Вот тут вроде поклевочка была. Прогнозы сбываются. Как говорится, мечты сбываются. Не, наверное, показалось. Что у нас тут? О, тут хоть с нимфой двойная. Там не то. Опа, еще поклевка. А так вот мы с Димой бурим лунки. Дай дураку точку опоры, и он перевернет землю. Дай дураку шуруповерт, и речка будет взорвана. Дима говорит, на 30 лунок хватит. Я уже 50 сейчас сделал. Дима говорит, мы, наверное, с этого плеса никуда не уйдем. А сегодня не уйдем. Вон. Ну, хватит этого. А мы продолжаем бурить. Бурить и бурить. Да говорю, полсотни только здесь. Да, на одном аккумуляторе еще второй есть. Охренеть. Полегче электробура будет. 100%. Там бы у меня уже... Но здесь худой ты будешь, не накачанный. Я на Урале, ты видишь, как накачался. А тут это, ну... Красота. 40 сантиметров. 40. Ну, всякий разный. Блин, и знание такое. Че? Нормально глубина? Еще лучше надо. Еще пошли, да? Может, проверить, нет? Это на обратном пути. Я говорю, только здесь полсотни. На сегодня нам хватит. Не, спасибо за помощь, ты мне очень хорошо помогаешь. Это вообще... Разговариваем с тобой. Да. На, с той стороны. Хватит. А в обратку? В обратку? Ну, не знаю, наверное. Где-то здесь мель должна была быть, но мы, походу, ее прошли уже. Вот тут она мель. Тут потом опять... Сейчас нац. А? Сейчас нац и землю. Не, глубоко еще. Очень-очень много. Вот я говорю, сейчас пробурили вон. Херову тучу вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 30. Мы полсотни только здесь вот нахерачили, с этой стороны.
Да, с небольшим уклоном в ту сторону. С небольшим уклоном в сторону течения. И пойдем пробовать. А это оставим на потом поворотик. Я уж согрелся так хорошо, блин. Опа, красавец. 9-й, да? Да. 9-й. Пока бурились, у нас сидит уже. О, Григорий Иванович. Это не Вася, это Григорий Иванович. Вон. Взял на мормышку, не на нимфу. Есть один. 10-й, наверное. Ну, план выполнили. Десяток здесь выдернули. Новые лунки тоже дают результат. Сколько я прошел? Раз, два, три. На четвертой лунке последовала поклевка. Долго не задерживаясь. Буквально по 3-4 заброса. И иду дальше, потому что лунок мы пробурили очень много. Вон, видно, да? Я говорю, штук 50. Это только с одной стороны. И там Дима где-то штук, наверное, 15-20, наверное, с другой стороны пробурил. Сейчас глянем. Если поклевки будут в шахматном порядке, плюс широкий, пробуримся еще и с той стороны буранки. И попробуем обловить там. Плотность небольшая, но хариус есть. Хариус есть, поклевки есть. И это хорошо. По крайней мере, что есть, он вроде бы ест пока. Не знаю, как долго это будет продолжаться. Но сегодня пока он берет. Поднялся ветер. Был небольшой снежок. Не знаю, что там с давлением сейчас. Но пока он берет. В отличие от первых двух рыбалок, что с Иваном Григорьевичем были. Берет, ну, бодренько, по крайней мере. Вот такой вот крупненький берет вообще изумительно. Бац! Сразу, ну, по-настоящему. И сопротивляется. Не то, что было, как у нас с Иваном Григорьевичем. Не поймешь, это хариус или тряпка повесилась. Вот здесь чуть поглубже. Вот здесь, возможно, будет удар. Работает, работает даже стоячая. Получается, если стоячая удочка работает, значит хариус гуляет. Увидела мормышку и хапает ее. Хапает по-серьезному, цепляется и вот дождалась. Поймал я 10-го, Дим. Где моя удочка? Еще одна. Че, утащили? Пока не вижу вообще ее. А, вот вижу, на месте. Опа. Кедр трещит, кедр. Ветер поднялся, деревья начали хрустеть. Если были бы мы сейчас на Печоре, то уже продрогли бы. А тут ветер гуляет, ветер сильный. А здесь в пойме речки получается комфортно, нормально. Здорово просто. Погода замечательная. Хариус поклевывает. Красота, да и только. Душа поет. Вот такая рыбалка действительно душевная, для души и в душу. Здорово. Грубо говоря, каждая 10-я лунка здесь сработала. На одной даже Дима 3, что ли, поймал вроде бы. Янцкаден. Так, у нас поклевочка. Я не понял, что там висит. Оп, 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 оп.
Оп, блин. Васек. Васечек. Опа. Иди гуляй, дружочек. Так, у нас еще плюс один. О, плюс второй. Нет. Плюс второй. Но этот что-то выеживался. Потихоньку, потихоньку. Оп. Не сразу. Долго тюкал что-то. Парочка. Один взял. О, еще поклевка, что ли? Нет? У меня на мормышку что-то, на нимфу верхнюю не берут. Я нимфу даже не взял с собой. Я взял вообще другие мормышки. Одинарную? Которые ближе были, нет. А, легкую которую? Да. Не ту взял, короче. Ну, короче, то, что запланировали, мы на этом месте 10 штук своих поймали. Ну да, как ты говорил. Ну, даже, наверное, за это надо выпить. То и дело, только идти уже. Чайковского, да, уже до конца. Сколько тут? Ну, есть еще лунок 10. Ну вот. Просто перебороть то, что ты сказал. Ну, сейчас, Так, надо, чтобы больше было. сейчас пробежимся и немножко это перекусим. Перекусить тоже надо уже давно. Вы не против? Вообще базара ноль. Уже палки. Опа, оп. Хо-хо-хо! О, Василиса! Васюк! Васюк! Шондыбан! Пошли, Васька! Пошли. Иди гуляй, Вася. Гуляй, Васек. Не, Васек кочегарки сейчас. Васек будет рад. Если бы Васька не был, он вообще был тоже. Васек бортанул бы своих. Да. О, есть еще кто-то. Поклевка? Да. Друган! У меня всех опар уже обсосали, там у меня просто шкурки уже висят. У меня тоже? Ну, работает. Почему только нимфу верхнюю не берут? Все на мормышку у меня. А мы все на нимфу. Угу. Сейчас вообще маленькие мормышки здесь. 2 раза дернул, все что ли? Так. Здесь усё. Пошли дальше. Ну, 2 штуки поймали, то хорошо. Так, чуть мельче. Ну-ка. Новые места, новые лунки всегда приятнее. Всегда... Ты уже в ожидании, что что-то, знаешь, может быть, тем более поклевки есть. И каждая новая лунка уже ожидает, что будет такой бах. Сейчас бах был, но не тот бах. Был бам, бам, Третий раз. бам. Уколол, наверное. Я сначала думал, это за траву зацепился. Приподнял, отпустил он тюк. Оказывается, это поклевка была. Натянул, да? Ну, уколол, да. Я сначала думал, траву поднял. Чуть приподнял, чуть отпустил. Бам! Так, нимфочку поправили. Мормышечку поправили. Что, такой нежный, что ли? Растюкнул и все? Сам бегает. Ну, укололся. Не хочет. Так, у нас тем временем очередной хорезок. Красавчик. Пошли уже обратно к урагану. Оп, по тем же лункам. Оп, вот так, вот так, вот так. И вот так вот. Пошли поклевочки.
Получается, если есть, он берет. Оп. Третий. Еще поклевка была. Оп, вот это хороший. Опа! Красавец! О! Кабанчик! Энцикадан, 4-й. Красота! Наконец-то! Наконец-то мы нашли. Оп, еще. О, еще один такой же! 5-й. Энцикадан. За это точно надо выпить. Я уже рядом. Ну сейчас подожди, я уже, пока они... Не отвлекайся, продолжай. Да. 5 штук одного за одним, Энцикадан. Вот это удача, Энцикадан. Оп. Еще один такой же. Этот на нимфу уже взял. Этот да. Первый на нимфу взял. Даже не поправляю. Пока стайка здесь, нельзя терять ни минуты, ни секунды. Может быть, еще что успею. В какую сторону? Итак, есть еще поклевка. Подходи сюда. Может быть, еще это. Со стайки успеем. Она может ниже, выше. Ты только же здесь, да, прошел? Да. Вон, 6 штук сразу. Все. Куда она пошла? Выше, ниже, хрен его знает. По-любому эти проходные какие-то. Их же здесь не было. Два раза уже в этой лунке был. И ты был там, и я был. Ну. Так. Может быть, ниже спустились? О, тут тоже красота. Вот такая картина мне уже нравится. Вот это уже весной пахнет, да, Дима? Да. Это уже Энцикадан. Оп, есть еще один. Это уже, да, уже Это уже все. Дождались весны. Наконец-то проснулась река. Блин, у меня уже от опарышей одни шкурки там. Оп. Еще один. О! красиво, да? Вообще красота, ну. Энцикадан. Ну, работает рыбацкий. Ну, мы же стараемся, Дима. Еще. Если бы мы дома сидели, квасили, это одно дело. Не, дома вообще не крайне. Да, это не то. Погода хорошая, лес, река, вообще красота. Еще и клюет до кучи. Опа. Еще один Энцикадан. Энцикадан. Как я уже устал, да? Не, от такого нельзя устать. Я говорю, стайка, получается, сверху вниз идет. Значит, сейчас скоро до тебя дойдут. Так, пили. Ага, клюнула, да? Клюнуло, все. Да.
Да у меня одни шкурки, там пофиг, он клюет, если клюет. Шкурки не надо, голову вытек. А на голый не хочет? Не буду, что-нибудь одену. Насажу. Блин, я свою безмотылку так и бросил куда-то там. Перешел на это, ну пофиг, лишь ловится, да и хорошо. Красота. Среди бегущих. Это не стоячие, это проходные реально. Да, вот их же не было. Не было, они сверху вниз идут, получается. Сейчас тебя, значит, надо ниже, наверное, еще ниже переходить. Не, рыбу-то вверх поднимать. Как схерали, блин. У меня все вниз, вот сейчас смотри. Получается, они тебя прошли уже. Ну, Если бы она все время поднималась вверх, она бы... Вверх бы уже лопнул. лед бы пошел, да? Да, получается, она потихоньку сплавляется. Наверх, но. Не факт. Уж сошел? О! Сколько долбил, да? Полчаса, наверное, он уже там сидел у тебя. По-любому же укололся, да? Все равно взял второй раз. Проверим еще раз. Что-то я уже кушать захотел. Вообще, опарыша ни на ниже, ни на верхнем. Пустое, да? Все уже съели. Пока гуляли, может, сколько здесь они не играли, да? Может, поукалывались, тоже плохо. Ну. А музыка печальная. Музыка нормальная. Не, душа по... Все-таки все хорошо, да? И природа, и рыбалка, и все. Но когда ловится и есть поклевки, вообще красота. Это, не знаю, ну, можно сравниться только, наверное, ну, промолчим. Да. Все поняли, короче. Мелкий, наверное. Дальний кордон. Была? О, пойдет. 28. Джиган. 28,5. Больше? Даже рук не важно. Да. Одно из двух. Или харис крупный, или рука маленькая. Нет, рука нормальная. Харис крупный. Так мы, блин... Не 28, 27 точно. Дима, мы уже пропустили 3 стопки. Я почему и говорю, да. я могу дойти. Мы никак дойти не можем. Рыба не дает нам уйти. Все уже, дошли уже, вон, до урагана дошли. Все уже на столе накрыто. Нет, мы все таскаем и таскаем рыбу, блин. Не отпускает. Мне будет просто глаза закрыть и подойти. Да, все. Даже если клюнет, сейчас не подойдем, да? Пока хватит. Куда вам столько рыбы? Вы что, с голоду пухнете? Ты что, дурак? Ты что, дурак? Тут что, оранжевый кивок. Пару на месте. Есть. Сдвинутый. Сдвинутый. Что, опять клюет? Та же самая? Та же самая. Наверное, все. Наверное. Анька, пошли. Все, хорош. Пошли кушать.
Садитесь, жрать, кушать подано. Все, иди, хорош, пусть хоть заклюются, блин. Давай. С наперсточкой Чайковского попьем. Ну, за хорошую природу, за хорошую погоду, за замечательный клев. Чтобы всегда так было. Да? Так точно. Ну что, Дима, родить никак не можешь? Что там у тебя? Рыба. Рыба? 100%. Ну, на чужую не клюет. Не укололся ничего. Загибал это по-взрослому? Не укол, ну может укол нет. Ну, клюет после этого все равно. Как тебе вдвоем в одну лунку? Обязательно. Мы так по очереди херачили. Блин, столько лунок. Дай-ка пройдусь, наверное, с одной. Вот этой безмотылкой, ну. А вдруг? Смотри, мы же прошли раз, да? Ни хрена. А по второму разу пошли. После меня уже пойдет. Да. На третий раз пойдет. Давай разик еще пройдусь. Я с этой безмотылкой все-таки у меня надежда есть на эту безмотылку, что она должна сработать. Где у меня полностью? Морынки нету. Морынки нету, короче. Буквально по 3 заброса так вот. Долго не задерживаясь. Как говорится, на дурнину. Опа. Это что? А что-то я не понял. Или поклевка была, или трава. Но то, что что-то было, это однозначно. Может быть, трава. Нет, травы же нету. Вон второй раз нет, значит, поклевка была. Значит, укололся. Ну, не хочешь, как хочешь. Упрашивать не будем. Тогда мы пойдем к вам. Мы ходим только к тем, кто клюет. Кто не клюет, мы к тем не ходим. С днем рождения. Тарам-тарам-тарам-тарам-та-там. И здесь никто не клюет. Тогда мы идем к вам. О, клевые лунки подходят все ближе и ближе. Подходим к клевым лункам. Клевые лунки. С днем рождения. О, красавец! Хорош, это на мою удочку, да? Да. На нимфу? Одинарная? Одинарка, божья коробка. А, сработала все-таки божья коровка. Молод... Это чупинская мормышка, но у Василия. Ну, я подошел, она еще не клювала. Красавчик! Янцикадан! Янцикадан, да. Красота. Половили. Хорошее рыбное место нас не разочаровало. Все получилось. Половили сегодня, получили огромное удовольствие. И рыбки половили еще. С лунок поперла вода, но ничего страшного. Не так критично. Уже, как говорится, не так критично теперь. Ну. Так, ну что, решил пройтись еще по луночкам. Разик. Потому что лунок набурили много. А
ловим практически на одном месте, там в конце плеса только. Там как бы 3 луночки вообще порадовали. Я и так поклевки. Дима, сейчас смотрю, вытащил еще одного хорюза. Пройдусь до конца пробуренных лунок. Вернусь по той стороне. И, наверное, пока не стемнело, прежде чем ехать домой, все-таки посмотрим подводный мир. То, что здесь рыба, по крайней мере, была, это уж точно. Просто посмотрим, где именно она обитает. Ну, в принципе, я уже знаю, здесь есть камушки, где-то немножко травки. Ну, посмотрим. Скоро увидим. Клюнет хорошо, нет, так нет. В нашем распоряжении остался где-то час. Время 4. Скоро начнет темнеть. Часиков до 5 половим и будем сворачивать, наверное, удочки. День прошел сегодня вообще замечательно, удачно. Не зря приехали. Давненько я уже не получал такого наслаждения, даже не удовольствия, я говорю, а наслаждения от такой рыбалки. Пусть не поймали трофейных экземпляров, но хорошие чушки у нас в арсенале есть. Здорово. Это уже похоже на настоящую весеннюю рыбалку. Запахло весной. Ты смотри, вот я почему-то думал, что вот эта безмотылка будет работать. Но она поймала несколько штук, но основную львиную долю поймали все-таки двойные мормышки с нимфами. На нимфу попалась одна, но основная все-таки часть на вот эту черненькую с глазиками, с красной точкой атаки. На безмотылку это что-то слабовато. Ну, еще не вечер, посмотрим. Так, ну что? Я думаю, за такую удачную рыбалку не грех не накатить. Я думаю, Легко. никто будет не против. За рыбалочку. Ваше здоровье, чтобы вам клевало так же, как и нам сегодня. Будем здоровы. Чай с рюмок я еще не пил. Сало. Нет, вот мясо. Сало с мясом — это красота. Так, ну что, начало темнеть потихонечку. И прежде чем подвести итоги, я, наверное, все-таки Потом подойдем, попозже. достану камеру Калипсо и посмотрю подводный мир этой реки. Если повезет, что-нибудь, может быть, еще увидим. Если нет, посмотрим, где живет хариус. По крайней мере, он здесь был. Да. Текст. Ну что, поехали. Глянем. Отсюда берем? Подводный. Не, отсюда. Ты сначала оттуда, да, принеси, а потом здесь уже разложи красиво. Красавчики. Да. Так, пока мы пили Чайковского, на удочку еще влетел один хорюзок. Так, ну что, глянем, что тут у нас. Так, ну, я-то вижу, а вам, думаю, пока еще ничего не видно. Так что включаем запись и смотрим. Так, ну, здесь, смотрю, тоже видимость уже стала похуже. Надо было раньше чутка. Трава. Трава, камни. Вот там вот. Там вот немножко светлее еще. Так. Смотрим. Все лунки по-любому мы посмотреть
Да? Ну, как-нибудь постарайся. Так. Вот видно, где лунки пробурены, там свет идет. Трава, земля, ну, там вот я точно знаю, что каменистое место. Так, здесь у нас удочка. Здесь удочка, здесь удочка. Вон, давайте посмотрим здесь. Вот отсюда лунок 5 хотя бы. Давайте посмотрим. Так. Вот. Вот здесь. Здесь, может быть, что-нибудь да увидим, я так думаю. Вот в таких местах и обитает наш европейский хариус. Сейчас его, конечно, мы не видим, но он здесь был. Он здесь был. Он здесь ловился. И мы здесь отлично половили его. Вот так вот. Камни где-то. Ну, я думал, здесь каменистые, здесь вон трава. Камни повыше. Вот сейчас. Сейчас вот будут камни. Мне кажется. Нет, еще трава. Но здесь уже поклевки были. Вот такое вот дно. Так. Что-то там было. Нет. Плохо, уже плохо. Начало темнеть. И подо льдом тоже уже видимости 0. Ну что, увидим сегодня, нет? Живого хариуса. Или мы всего его отсюда взяли? Ну, по крайней мере, мелочь-то отпускали. Мелкого-то, может быть, увидим. Но крупного навряд ли. Так. Ничего. Ну, вот как-то вот так. Вот в такой акватории, получается, живет наш хариус. Никого мы не увидели. О! Вот это уже красиво. А ты говоришь, у тебя килограмма 3 только здесь, наверное, да? Больше. Ну, я же говорю, килограмм 6 как минимум будет. Ну, садовое место больше 4. Ну? И там, ну, нормально. Нормалек. Янцикадан. Так. Сейчас еще пару лунок глянем. И пойдем посмотрим наш улов сегодняшний. А наш улов сегодняшний вполне такой приятный. Вон, видно даже по следам. Вот здесь. Вот эти 3 лунки вообще здорово порадовали. В следующий раз обязательно здесь пройдемся. Я понимаю чисто теоретически, что мы его здесь основную часть выловили местного, но может быть кто-нибудь еще подтянется. Нет. Немножко не хватило. Аккумулятора села. В общем, пока мы смотрели подводный мир этой замечательной речки, которая сегодня нас порадовала поклевками, Дима собрал у нас рыбу все. И вот такой вот у нас сегодняшний улов. Вот эту счастливую морду, посмотрите. Вот, 30 штук.
Красота, красота, да и только. Где-то килограмм 7-8, наверное, получается рыба у нас на двоих. Нет, больше будет. Нет. Ну вот, Даже вот, взять, вот, вон, вот чушки, вот эти, конечно, порадовали. Вот эти только, наверное, грамм 900, наверное, под Наши килограмм. маленькие вот ручки, не знаю, они, Да-да-да. ну, вот, от хвоста взять, большие. Нормальные, да. Вот этот верхний ряд вообще красавцы. И Второй эти, ряд тоже неплохой. Вон. да, они середнячки тоже хорошо. Вот Красавцы. сюда положить надо красиво. Вот так вот. Нормально. Как настроение, Дим? Настроение Отлично, да. Не поспоришь, не поспоришь. И вот с таким вот прекрасным настроением покидаем мы эту лесную речку, красивую рыбную речку. Зря мы хаяли, что здесь рыбы нет. Рыбу мы все-таки нашли. Да, немножко с Иваном Григорьевичем за 2 поездки нам не повезло. Без рыбы не уходили, но рыбы было, так сказать, чуть поменьше. Да, сегодня нам, Енскаден, повезло. Так что покидаем эту прекрасную речку с отличным настроением. И на всех парах валим домой. Скоро, очень скоро, я так надеюсь, мы все-таки еще прикатим сюда, да? Я так думаю. Да. Ну, пока есть лед, пока есть дорога, пока сухо, пока ловится, пока клюет, надо ловить. Так что на следующих выходных мы обязательно пару недель сюда. Уже льда здесь не будет все плохо. Ну, как потеплее, сразу, да, перекаты промоют и как-то вот так. Осталось, 10 дней, не больше. Ну, и надо воспользоваться этим моментом, можно сказать. Так что на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.